хрущу снегом. Слышите? Метель началась часа на 2 назад. И вот не прекращается. Снега, наверное, нападает очень много. Май 2024-го действительно оказался щедр на осадки в виде снега. Выпало уже 2/3 от нормы. Но пока не побит рекорд столетней давности. Самый богатый на осадки май за всю историю инструментальных наблюдений был в 1924-м. Впрочем, этот исторический факт вряд ли придаст бодрости духа, к примеру, тем водителям, которые стали заложниками снежно-ледяных заторов на дорогах в эти дни. Рекордным по количеству аварий стало 8 мая. Зафиксировали аж 64 ДТП. Выстраивались и многокилометровые пробки на дорогах. Сыктывкарское дорожное хозяйство из зимнего режима вывело на дороги 5 единиц техники. Всего же на столичных улицах работала дюжина спецмашин. Впервые за всю историю от снежных заносов пришлось очищать площадь перед 9 мая. Из-за майских сугробов дорогу Нарьян-Мар-Усинск и вовсе закрыли на 4 дня. Накануне движение по Зимнику снова запустили. Воркута этот май встретила подвой метели с поваленными рекламными щитами, летающими крышами и особенным заполярным стилем вождения. Вот это в Воркуте в метель называется ездить прицепом. Как минимум на 2 недели позже начнутся посевные работы в регионе. И если опытные аграрии еще не вышли на поля, то дачникам не втерпешь. Некоторые уже высадили часть урожая, теперь считают убытки. От экспертов один совет – не торопиться и сейчас дождаться тепла. Дачникам надо сказать, что почва очень холодная, даже в теплицах почва очень холодная. Если не топится теплица, конечно, не надо всаживать сейчас рассаду. Особенно таких культур, как огурцы. Не торопятся переходить в летние вольеры и мохнатые подопечные Сыктывкарского зоопарка. Но если здесь рядом есть сотрудники, которые могут усилить рацион необходимыми витаминами, чтобы пережить майские холода, то перелетным птицам пришлось нелегко в эти дни. Жители Коми даже запустили флешмоб по спасению пернатых. Все, что мы можем сделать для птиц, это хоть немного очистить почву от снега, чтобы птицы нашли себе пропитание. И все же с середины этой недели синоптики прогнозируют стабильный плюс. Если бы не грядущее потепление, то нынешний май потянул бы название самого холодного в истории. Он уже дышит в спину далекому 1867 году. Виктория Палкина, телеканал Юрган.